Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В шахте в Удачном произошел взрыв. 27 пунктов общественные палаты регионов хотят внести предложение по пенсионной реформе. Спортивный вечер, минувший день, жители Мирного проводили скандинавской ходьбой и йогой. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Работник шахты погиб при закладке взрывчатки в Удачном. На данный момент удалось установить, что на горизонте 580 рудника «Удачный» при подготовке к взрывным работам произошел несанкционированный взрыв. В результате происшествия пострадал один человек. К месту происшествия незамедлительно прибыли два отделения Якутской военизированной горно-спасательной части. На момент происшествия в шахте находилось 174 человека. Взрыв на работу рудника не повлиял, обрушения нет, газовая обстановка в норме, вентиляционный режим нормальный. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. По данным следствия, взрыв произошел во время закладки взрывчатки. В это время погиб рабочий, который осуществлял эту работу. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователь Мирнинского межрайонного следственного отдела ее возглавляет и проводит осмотр места происшествия. По результатам принятых мероприятий уже будет принято соответствующее решение. Во время проведения проходческих работ в момент заряжания забоя произошел взрыв взрывчатых материалов. Введен был ликвидация аварии. На месте работают два взвода военизированной горно-спасательной части, ВГСЧ называется. В момент взрыва в шахте находилось 174 работника. Все работники, кроме постов охраны, были выведены из рудника. В результате происшествия погиб работник Айхало-Удачненского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 года рождения. По предварительным данным, он получил травму, несовместимую с жизнью. Лесной пожар в горном районе, угрожавший селу Сологон, отступил от населенного пункта. Как сообщает диспетчерская служба района, объявлен режим ЧС. На тушении работает 113 человек и 15 единиц техники. Специалисты и местное население принимают меры для безопасности населенных пунктов. Напомним, накануне огонь подошел на 3 километра к селу, которое расположено в 74 километрах от районного центра Бердигестях. В районе круглосуточно работает оперативный штаб. Все силы брошены на борьбу со стихией. Между тем, в Якутск сегодня прибудет самолет-зондировщик для искусственного вызова осадков. Также прибудут дополнительные силы Федерального резерва. Работы по вызову осадков пройдут на территории районов, в которых лес горит сильнее всего. Добавим, что борт Ан-26 оснащен специальным подвесным оборудованием «Веер». Пиропатроны, которые он выпускает, содержат специальный реагент для воздействия на облачность – йодистое серебро. Резонансная тема повышения планки пенсионного возраста в центре внимания Общественной палаты России. Там прошло нулевое чтение правительственного законопроекта. Эксперты сформулировали рекомендации и вопросы, в том числе озвучили позицию общественных палат в российских регионах. Их направят в Госдуму и Кабинет министров. В пакете предложений 27 пунктов. Участники данной встречи нулевых чтений сказали о том, что сегодня закон в таком виде, принят он не может. Вначале надо разработать все программы, показать в том, что это действительно это благосостояние людей в России будет повышаться, полностью будут защищены интересы этих людей старшего возраста, у которых повышается пенсионный возраст. Необходимо ввести страхование от безработицы, и только после этого, уже убедившись в том, что действительно у нас поднимается и благосостояние, и долгожительство, можно принимать данный закон. Временная администрация банка Татта будет делать все возможное, чтобы те деньги, которые вывели из банка, были возвращены в полном объеме представителям малого бизнеса. Об этом сообщил руководитель региона Айсан Николаев, комментируя итоги встречи с главой Центробанка. Эльвира Набиуллина в курсе тех событий, которые происходят вокруг банка Татта. Также Айсан Николаев отметил, что агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам Татта-банка в ближайшее время. Кроме того, речь шла о доступности финансовых услуг населению. В этой части принято решение о подписании соглашения между Якутией и Центробанком. Это для нас на самом деле не праздный вопрос, потому что значительная часть территории нашей республики является малодоступной и малонаселенной. При этом финансовые услуги населению предоставляются, к сожалению, в неполном объеме, из-за этого страдает население. И мы с ней обсудили вот эти вопросы, обсудили ряд
проблем, которые можно решить во взаимодействии правительства Республики Саха-Якутия с Центральным банком Российской Федерации. И принято решение, что будет подписано отдельное соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Республикой Саха-Якутия именно в части повышения доступности финансовых услуг населению, в том числе с использованием самых современных технологий и цифровых технологий. К другим темам. Международные интеллектуальные игры в самом разгаре. На площадке соревнований проходят не только состязания по дисциплинам, но и другие мероприятия. Сегодня, к примеру, в Якутске проходит выставка проектов. С нами на связи моя коллега Кристина Якупова. Кристина, здравствуй. Расскажи подробнее, что за проекты представлены на выставке и кто авторы этих проектов. Кристина, вы нас слышите? Добрый день, Павел. Сейчас мы находимся на выставке Expo Science Восток, которая проводится в рамках международных интеллектуальных игр под патронажем международного движения МИЛСЭТ. Это всемирная сеть, которая включает около 140 стран. В выставке участвуют 18 регионов мира. Ребята представляют научные проекты, подготовленные заранее. Эта выставка не соревновательная. Здесь эксперты и участники оценивают друг друга и делятся опытом. Эта программа является значимым вкладом в развитие интеллектуального потенциала и в Якутии, и во всей нашей стране. Павел? Кристина, спасибо. С нами на прямой связи была моя коллега Кристина Якупова. К другим темам. Ко дню города Якутска в столице региона появятся новые общественные территории, где горожане смогут проводить свободное время. На сегодня запланировано благоустройство 83 объектов дворовых и общественных пространств в республике. Из них 11 объектов в городе Якутске. Они будут сданы уже осенью этого года. Сейчас мы объезд делаем по контролю за исполнением выполнения программы. В этом году у нас 2 больших объекта в городе Якутске по общественным пространствам. Это ворота города Якутска и вот этот сегодня, где мы сейчас находимся, бульвар Учителя. Но сейчас мы как раз ведем осмотр. В принципе, работы ведутся. Мы будем контролировать и должны завершить к осени этого года. К осени тогда сколько объектов будет сдано в городе? 11 объектов. Все запланированные, они будут сданы. 170 бойцов студенческого отряда «Восток» имени Платона Аюнского накануне улетели в Петропавловск-Камчатский на работу в рыбный цех. Еще 50 якутян поедут на следующей неделе. Трудовой сезон будет длиться чуть больше месяца. Ребята будут заниматься переработкой рыбы на современном оборудовании. С каким настроением отправились бойцы? Репортаж Анастасии Кобызевой. Михаил Афанасьев 3-е лето отказывается от отдыха. Будет работать на рыбном заводе. 2 трудовых сезона отработал грузчиком. Какую работу доверит сейчас, пока не знает. Признается, на заводе сложно, но интересно. Единственный минус – к резкому запаху рыбы долго привыкаешь. Потом со временем начинаешь уже привыкать, а потом уже и вовсе забываешь про это. А когда уже после этого в город приезжаю, для моих родственников это просто запах от меня просто шло, и они я не замечаю, они замечают. Было неприятно им. Парни – основа путиных отрядов. Но есть и отважные девушки, которых не пугают тяжкий труд и погодные условия. В прошлом году я работала в Южной Корее. Там тоже на заводе работала, поэтому у меня имеется опыт. Мы сортировали виноград. Я не беспокоюсь, потому что я еду со своими друзьями, подругами, да. Впервые ребята из Якутии отправились на работу в рыбоперерабатывающие заводы в 2007 году. Тогда там трудились 40 ребят, сегодня 220. Наши ребята характеризуют себя как трудолюбивые, дисциплинированные и ответственные ребята, которые не ленятся, работают. Поэтому для работодателя выгодно привлекать студенческие отряды из нашей Якутии. Увидеть Охотское море, вулканы, попробовать на вкус свежую рыбу и икру – преимущество работы в Петропавловске-Камчатском. Для студентов это еще и неплохой способ подзаработать.
Минимальная заработная плата – это 30 тысяч рублей. И плюс, если будет рыбный сезон, то у них больше. Там ребята у нас получали до 70 тысяч рублей. Климат в Петропавловске-Камчатском довольно капризный. Летом часто наблюдаются холодные туманы и моросящие дожди. Поэтому наши ребята запаслись теплой одеждой. Ведь главное, чтобы домой они вернулись здоровыми и невредимыми. Анастасия Кобызева, Григорий Хлопков, Якутск. Жители Мирного проводили будний вечер с занятиями по скандинавской ходьбе, фитнесу и йогой под открытым небом. Бесплатные мастер-классы для горожан приурочили к приближающимся праздникам – Дню города и алмазодобывающей промышленности. Подробнее о спортивном вечере расскажет Марьяна Кутукова. Спортивные мастер-классы такого масштаба для мирнинцев в новинку. Впервые в парке под открытым небом опытные тренеры города научили азам фитнеса, йоги и скандинавской ходьбы. Последние пользуются популярностью среди женщин всех возрастов. Так, от спортивного вечера в этот день не осталась в стороне и Нина Ильинична. Самой пожилой жительнице города и участнице мастер-класса скоро исполнится 95 лет. С возрастом ноги беспокоят. Но очень реклама хорошая этого способа. Ну, думаем, хоть немножко, да, поможет. У меня ведь мечта какая? Дожить, сколько Бог отпустил, в своем уме и на своих ногах. Ну вот, поэтому. Да и парк. Я в этом парке обновленном не была, потому что плохо хожу, ноги плохие. И поэтому соблазнилась, и вот пришла. Не оставались в стороне и дети. Ребята с энтузиазмом занимались всеми видами спорта. Однако и среди взрослых были те, кто не пропустил ни одного мастер-класса. К слову, занятия длились 2 часа. Вы посетили 3 мастер-класса, не устали? Устала, конечно, но желание есть. Как вам эти мастер-классы, занятия? Что нового узнали? Все узнала, короче. Я вообще не знала, что такое йога, даже по телевизору только видела. А сейчас самостоятельно сама занималась. Мне так захотелось каждый день даже заниматься. Мне очень получилось. Да. Парной йоги, вакра йоги. Организаторы, в свою очередь, готовы повторить мероприятие. Такое мероприятие мы посвятили празднованию Дня города Мирного. И проводим мы это впервые. У нас появилась такая площадка, как городской парк. Он теперь соответствует, поэтому мы будем это продолжать. Сейчас подготовим программу. Я думаю, это будет каждый месяц, чтобы люди знали, готовились и посещали наши мероприятия. Первый спортивный вечер под открытым небом зарядил участников не только на трудовую и праздничную неделю, но и на новые спортивные свершения. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и оставайтесь с нами.